Құрметті көрермен, ассалаумағалейкум. Бүгін 13 наурыз 25 жыл. Көктем келіп жатыр Батыс Қазақстанға. Ертең көрісіп айтымыз Батыс Қазақстан бойынша дәстүріміз. Бірақ бұл дәстүрлі мереке бүкіл қазақстандықтарға айналып, жақсы бір ұлы мерекенің бірі болып кетті. Бүгінгі таңда қазір чаттарымызды WhatsApp-тағы ашып қарасақ, бәрі бірін-бірі құттықтап жатыр. Келе жатқан көрісіп айтымен. Сондықтан мен де барлығыңызды, барша аңшыларды, барша ұлтымызды құттықтаймын. Келіп жеткен көрісіп айтымызбен, 25 жылдық көктеммен, Рамазан айы өтіп жатыр. Ораза ұстап жатқан мұсылман жандарға оразаларыңыз сәтті, жеңіл өтіп, жасап жатқан құлшылықтарыңыз, дұғаларыңыз қабыл болғай демекшімін. Бүгін Оралда күн жаңбырлы, аздап себелі жаңбыр жауып тұр. Таңертең тұман болды, түнімен соған қарағанда тоң түсіп жатқан сияқты, қар еріп дегендей. Аңшылық маусым әзірге тоқтап тұр. Көктемдік аңшылық маусымды құстарына күтудеміз. Енді қасқардың санын реттеуге арналған ұқсаттар бар. Аңшылар аңшылықтарын жыл бойына жалғастырады. Бар мүмкіндіктерін пайдаланып, оларды да құттықтап қояйын. Қан-жағаларыңыз айлансын демекшімін. Жақсы маусым болғай. Бүгін енді осы сәтті бір аңшылықтың ауа райына байланысты, жабыла тұруына байланысты кезеңді пайдаланып, қаламызда әйгілі аңшы, абыройлы ақсақал, өте тәжірибелі, қарапайым ақсақалымыз бар, Юрий Константинович Русецкий деген. Сол кісіге барып, үйіне қонаққа барып, рұқсатын берсе, интервью алып, кішкене бір тарихи сәттерді еске түсіріп жазып алғым келмек ойым бар. Соған әзірленіп отырмын. Қазір звондап көремін. Егер ол кісі үйінде болып рұқсатын берсе, сол кісіге жиналамын. Қазір звондап көрейін. Видеомен звондап көрейін. Бірінші алса үлкен кісі, жасы 80-нен асқан, не бір аңшылықты көрген, советтік дәуірде өте қызық кісі. Звондалмай тұрмын. Не удалось звонок убить. Так, алмай тұр, жақсы. Так, телефонына звондап көрейін. Иттерін қыдыртып жүр ме екен, естімей отыр ма екен? Алмай тұр. Константинович. Да. Юрий Константинович, салам алейкум. Это Талгат звонит. Слушай, Талгат. Как делишки, как здоровье? Да так, потихонечку. Че, дома? Дома. Один? Конечно. Совсем один? Совсем один. Можно к тебе прийти? Конечно. Да, давнишнюю встречу восполнить. Ну, давай. Ага. Че, дождь, да, собак гулял? Конечно, только вот зашел. Я так и понял. Дождь, да, на улице? Дождик идет или перестал? Что-то перестал? Да нет, дождя нет, нормально на улице. С утра был, по-моему, да? Моросил, что ли, что-то такое? Ну, не знаю, я вышел, уже не было. Ночью вставал, туман был густой в городе. Ну, наверное. Так, короче, к тебе собираюсь сейчас в течение... К тебе собираюсь, в течение 30 минут выйду, наверное, Лауса. Хорошо. Хотел записать давнишнее интервью с тобой. Можно будет? Да, конечно. Сколько лет уже? Проблем. Планирую все, никак, сам знаешь. Ну, бывает такое. Ну, давай, до встречи, короче, сейчас выхожу, Лауса. Давай, пока.
Так, Константинович үйінде алақай. Жиналайын ал, сіздер. Сол жаққа барғасын сіздермен хабарласам. Мына жерден қалай өтем? Көктем 25. Орал. Константиновичқа шығып жатырмын. Так, әлі келе жатырмын. Таза көшеге жақындадым, Абай көшесіне. Небір балшықтардан өтіп. Мынау біздің Абай көшесі. Әдемі көше. Бұрынғы Евразия. Мынау мен төтенше жағдайлар департаменті. Ертең су басқанда күресетін мекемеміз. Мынау Қазақ Телеком. Мына әдемі жаңа үйлер. 2-3 жыл ма, 3-4 жыл болған шығар. Міне бұралқы иттер жүр. Ал осы иттер ғой. Адамдарға шабуыл жасайтын, балаларымызды талайтын. Ал қостарға ештеңе істей алмаймыз заң бойынша. Қожайындар жер қойған. Тамақ бергілер келмей, асырамай. Мынау қайта аз ғой, біздің үйдің қасында бір 15 шақты жүретін шығар. 15 шақты точно, содан көп болмаса. Мынау үлкен сауда орталығы. Галактика деген. Ана үстінде на высоте деген кафе рестораны бар. Балконы көрініп тұрған. Әйнек. Да, міне орталық мешіт. Әдемі мешітіміз. Бір қиыны, жұма күні осы жерде ине шаншитын жер болмай қалады. Автокөліктерден. Өте қиын тұрғындарға. Кезіндегі Ашенов деген Нұрғали екен есімі. Сол әкімнің кезінде қалып кеткен мешіті. Жақсы мешіт. Әдемі. Ораза қабыл болсын, мұсылман жамағат.
Так, Юрий Константиновичпен кездесем деп қаламыздың көшесін бейне жазбаға жазып бір мәз болып жатырмын. Негізі жаяу жүрген жақсы көремін. Или автобустың маршруттарында жүргенде. Басқа қалаларға бара алсаң, я болмаса машинасын қойғанда автобуспен жүріп отырсам. Қаланың қалай өсіп жатқанын, адамдардың жүздерін байқап, біраз жақсы жаман ойларға батып кетесің. Константиновичтің үйіне где-то 500 метрден көбірек қалар деп ойлаймын. Қашық қалды. Мына жерде мен өткізем екен көрейік. Өткізіп жатыр. Осы бір скульптурлық кешен ұнайды. Ұлтымыздың бір нақышын белгілейтін. Қазір лас-лас болып тұр ғой, жайрақ әптеп ретке келтіретін шығар қала әкімшілігі. Сити-центр деген үлкен сауда орталығына жақындап келе жатырмыз. Бұрынғы универмаг. Бірақ бұрынғы универмагтан сыртқы фасады өзгерді әрине. Үлкейтіп салды, әдемілеп. Экстерьерін өзгертті. Қаланы бір көркейтетін кесенелердің бірі ыңғайлы. Так, Константиновичтің үйі ана Гранд Плаза деген артында тұрған 9 этаждардың бірінде тұрады. Көшіп кетпесе. Көптен бері барған жоқпын, жылдық бәленбай жылдар бойы. Бұлай керек кезде телефонмен хабарласып тұрамыз. Я болмаса көшеде байқап қалам иттермен қатар жүрген. Барған жігіттер. Жақында Валерий Семен бар. Звондап, видеозвонокпен хабарласты. Екеуі әңгіме соғып кездесіп жатыр екен. Міне тағы бір скульптурлық шешім. Екі
Түйе жатыр, екі жағында гүлегетін қоржындар әдемі. Ертеңінде жасылдандырып, керемет бір көрініс болады. Так, мынау не алды екен? Экспозиция екен. Қарап кетейінші, маған түсінсіз. Түсінбей тұрмын. Қайыр деген досмен сұрамасам. Жалып тұрған жауқазын ба екен? Белгісіз. Мен пешеходтан асып кеткен сияқтымын ғой. Пешеход қайда? Ё-моё. Қалай өтем? Жол ережесін бұзам ғой. Артқа кеткеннен гөрі не болса да алға жүрейін. Міне Константиновичтің үйлері осы үйдің ар жақ шет подъезінде тұрады. Алға жүрейін, ана жерде Тоқсановканың қасында жаяу жүрушілерге арналған жолақ болуға тиісті. Сол жердің өздерім сосын кейін қарай жүремін ғой. Осы көшелер бір заманда, тоқырау заманда қап-қараңғы, лас-лас, асфальттың бары шұңқыр-шұңқыр жүру мүмкін емес болар еді. Қазір кеңейтілді, тап-таза, әдемі үйлер салынды. Негізінде қанша кінәласақ та заманымыз шүкір жақсы. Әрине жоғарыдағы саясаттың кейбір кезеңдері ұнамайды, әділ емес негізі. Бірақ та айтып, заманымыз тыныш, еліміз аман. Мүмкін екі қадам артқа беріп, бір қадам алға жосып жатырмыз бар. Бұндай ойлар болады. Жақсы болып кетеріміз деген. Советтік дәуірдің көзқарасынан солардың алып кеткен дәстүрінен шығалмай артқы буынға әлі ықпал жасап отырған кез сияқты. Көреміз енді бұйыртса жасымыз жетіп сондай заманға жеткізсе Алла тағаламыз. Әлі күтем бір көрмеймін бе? Қызы жанып тұр. Көргендік. Söndüre durayım. Көк жанды. Қазір солға бұрылам. Константиновичқа звондау керек. 5-ші квартира екенін ұмытып қалдым. 9 ба екен?
Константинович. Асып ма? Үшіру. Так, видеозвонок алмай тұр. Константинович, я подхожу, у тебя 9-я квартира, да? 10-й, 10В наберешь. 10-2? Хорошо, понял. 10В. Все понял. Угу, я Сейчас. открою. Подхожу я. Угу. Давай. Так, он в. Открываю. Все, 4-й этаж, да? Открыто. Проходите. Так. Кеңестік ордың подъездері таза екен былай. Так. Сол. Так. На место, Дарик. Проходи. Дверь закрывай. На место. Ассаламу алейкум. Ух ты. Я закрою, проходи. Я сейчас закрою. Что-то ужас. Нормально? А, Салам алейкум. привет, дорогой. Сахал. Ну нельзя, Дарик, проходи. Все, спасибо. А это что Так, такое? груша. Груша висит тот же, да? Да. А это что Сын такое? когда-то. Помнишь? Ты Ага. показывал. Так, подержи. Это камера. Я сказал тебе, интервью брать у тебя. Да. Ну что такое интервью, не знаю, но на всякий случай подмылся. Не надо разуваться. Как не надо? Ну так, у меня собаки. Нет, ты уже. что, и у меня тапочки есть. Да у тебя там тапочки у меня есть, если, пожалуйста. Нет, Да. свой лучше. Ну, как Так надежнее. Ну, как хочешь. Сейчас, один шаг. Ты вот так собачку показывай. А, она работает? Конечно. Так, и что у тебя? Это таксы. Это Фокс, Фокс, да? да, А, эти? жесткошерстный. Яги где у тебя? Яков у меня уже давно нет. Да? А этот английский? Ай? Английский этот гончарка или как она называется? У меня эстонская была. А, эстонский, да, такой. Но она уже Попробуй. тоже не скончалась. Скончалась, да? Ну ты Да. сейчас на зайце не ходишь, наверное? Ну, в этом году не ходил, а так все время хожу. Ну-ка, чары на место. Ты не тапочку снимай, говорю. Там снимай, так жарко. Конечно, раздевайся. Туда можешь положить, куда угодно. Видишь, у меня Хоть там. где-то здесь было. Так. Сезон закрытый, если пока. Да, Так, пошли. Сейчас. проходи. А где этот, ты тот интерьер убрал, да? Ай? Тот интерьер убрал, там у тебя этот, Шкуры висели. шкуры, как она, дует который. Горн, да, это я туда, он в коридор, а тут пока... Там есть он? Есть там. А то я хотел вот эти интерьеры. Так, это тебе от ребят передали, от спонсора. Спасибо. Так, Берлан, такой есть. Так, что у меня? Так, это оборудование.
Так, это тебе бальзам на душу. Ты же наш знахарь. Черный знахарь. Это из Белоруссии, брательник. Приводил. Хорошая Женя. вещь, конечно, да. Потом как-нибудь с ним тоже зайдем, обязательно приедет. Ага. Женя, рахмет тебе, вот Константиновичу. Угощаю. Так, это Аза тебе от супруги. Спасибо. Товарищ потом. Так, где-то еще что-то было. Куда я делся? Вот. От меня. Ага. Канал. Ну, на стол пойди. Канал Рузов. Ага. Все, Ясно. ничего не забыл. Все, И ничего. плюс от меня Бог даст съемки. Все понятно, давай. Так, вот наш Константинович легендарный. Ну, Салам господи, алейкум. бросьте эти все Так, записи. где у твои книжки есть, да? Какие? Ящики, которые лежат. Блокнотик твой со стихами твоими. А, ну, Будем читать? вообще-то есть. но- Найдешь? Ну, конечно, найду. Да, обязательно надо. Вот это надо мне записать. Понятно, хорошо. Так, это волк, да? Сам же делал, да? Ну, конечно. Ага. Понял. Фикач, да, или как она? Да, Вепр, да? секать. Наша косуля. Барсуки твои. Горн там, говоришь, да? Ну, горн-то сейчас я... Это в холодильник положили куда? Сейчас я положу. Так, это груша. Да. Сейчас. Где горн висит? Висит? Нет, не висит. А, не висит он? Он лежит. Дело в том, что... Ух ты, извини. Ну-ка на место. Так, это кто снимал этот... Это- Помнишь, что ты рассказывал ты мне? Это Володя Сотов написал эту квартиру. Он уже помер. Да? Да. Это его картина, да? Он Да, да. художником был, да? Ну, он любитель, как он писал, для Охотник. души. Охотник. Да? Да, охотник. в Не, основном. хорошая картина. Да? Хорошая картина. Ну да, нормально. В принципе, тут видишь, это же у меня было вот так сделано. А, да, там висел же, помню. Да. Ну вот, зачем ты там интерьер убрал в зале? А? А, он, гость. Как это правильно название А? твоего времени? Ягдаш. Ягдаш, да, точно, Ягдаш. Убирал здесь, А, поэтому все, а так, Яков нет у тебя, значит. А, вот твой горн, да. да. Знаменитый горн твой. Вот так вот было. Да. Ну там красивее он стоял. А? Под этим, под лосиной. Да. Рога красивее стоял. Ну ладно. Самое главное, застал же снять для истории. Так, ладно, сейчас я отключусь, приготовлю. Этот. Опа. Кто-то там к тебе. Да? Ага. Кто там? Подруга. Да ты че? Нежданно, негаданно. Так, вот Константин Еженедельник, здесь его стихи. Сейчас он будет читать. Что ты там достаешь? Ну, выпьем же. А, ну давай. А? Как скажешь, какие проблемы? Ну, я, помнится, обещал 25-летней выдержки коньячком угостить. Давай. О, это вообще интересно. Есть что такое? Есть такой. Ты че? Это интересно. Смогу сказать только после анализа. Так, это уже пустая. Но тут 20 лет это было. Да, ты че? Да, это сын меня приезжает Ага. и угощает. Угощает, да? Молодец. Он у тебя в Москве же, да, по-моему? А? В Москве же, да? В Москве. Хирург. А это вот еще можно. Что это? 20. Да, Узбекистан, что-то написано.
25 лет выпечки? Ничего себе. Да. Осталось, да, еще? А? Осталось еще, да, для меня? Ну, конечно. Рахмет, рахмет. У меня такие коллекции тоже есть, между прочим. Как Ну, думаю, так вот что что. ты его правильно на стол ставь? Я здесь показываю. Ты Узбекистан вытащи его, юбилейный. ставь- Вытащи. ставь на стол. Міне Константинович мені Өзбекистан деген коньякпен сыйлайын деп жатыр. 25 жыл сақталған екен. Да. Почетно, рахмет большое. А ты ж Аллах узнает. Аллах, ну Аллах тут видит Я же- всегда. На охоте, вот, когда Ну, вот да, ну, представь. славяне угощают, Да, да, на охоте же все равны как бы. Ну да. Ну а сейчас как бы этот месяц Рамазан как-то Нельзя. тоже уважение должно быть. Я сам, конечно, в разу не держу, Да. Ну, тем более. да, поэтому лучше не надо. У вас шоколад же есть? Минералку, квас, что-нибудь надо? Ничего не надо, он же есть же чем закусить. А? А? Ну, там в холодильнике квас в этом, Я поняла. в поддоне там. Да, У меня канал Таудала есть такой канал. да. Потом я покажу ссылку. Ну, покажу как-нибудь эти. И для него хотел, давно уже планировал себя брать интервью с твоего согласия, встретиться, побеседовать, чтобы ты рассказал свои охотничьи. Были, да? Как, Ну, конечно. были, да? Ты, Да. как правило. Ну, Истории. не байки же. Ну да, это не байки. Ты для нас, для охотников, по крайней мере, кто тебя знает, легендарный человек для Ой, нас, Господи. уважаемый Аксакал. Сколько тебе лет сейчас? Ну, вот через... Сегодня какое у нас число? Вот 13 Ну, через 10 Март. дней 88. Да ты что? Да. Через 10 дней. Да. Ух ты. Постараюсь запомнить. Вот, 88 лет прожил, из них охотничий стаж сколько у тебя? Ну, практически начал охотиться с 7-8 лет ходить. Да ты что? Так что, да, Тогда где жил? на мясокомбинате. Здесь, да? На Да, Всемирной? Мгм. вот там, в Уральске. Отец был охотником или как? Нет, отца я в жизни всего 2 раза видел. Мгм. Вот. Нет, рядом жил, комиссовали его, моряк был, Морозов, дядя Миша. Вот. И он был рыбак, охотник, Мгм. и все время с ним и на рыбалке, и на охоте, и так. В общем, до самого момента, когда он не помер. Все остальное, вот у него сын, но он 42-го года, Мгм. потом вместе с ним уже все время ходили, охотились и таким вот образом. Так что мой главный учитель это дядя Миша Морозов. Мгм. И по охоте, да и по жизни так. Во всем остальном он разбирался хорошо. Ну, потом в школе уже, вот в 13-й там учились, у нас был очень хороший преподаватель по истории. Вот, и вот с ним уже экскурсии организовал он палеонтологический музей при школе. Ходили, искали там бивни мамонта, остатки, там все такое. Да, и он очень интересно. Где искали? А? Где искали? По Уралу, по Яру осматривали все яры, потому что так его как найдешь. Мгм. Обваливаются, и все, находили остатки там, ну,
не скажу, что мамонты, но животных таких, которых сейчас уже нет, вот, все. Шишкин Николай Петрович, вот он был. Учитель, да? Учитель, да. Тоже пришел с армии, все, ну, потом у него вот во время репрессий был, когда его обвинили, запретили преподаватель, и он работал директором Уральского областного краеведческого музея. Вот там было все оставшееся время. Ну а потом уже переехал в Россию, и больше я уже дальнейшую судьбу его не знаю, как там, что с ним все это случилось. Так что вот два таких человека, которые глубоко знали жизнь, хорошо знали историю, да, и поэтому с ними было интересно и очень даже полезно. Такие вот дела. Потом что, в армию дошел? Ну да, я сначала окончил школу, вот, пытался поступить в Саратовский университет на юрфак, но не прошел по конкурсу, вернулся, устроился на завод судоремонтные мастерские. Там же, да, по-моему? Да, в Затоне там директор был Джуносов. Сейчас Валерий Кенджигалич, сын его, вместе с ним учились, конденсат от фирмы. Да, знаю. Вот так вот. Ну и, в общем, потом устроился я туда сначала молотобойцем, потом перевели меня в литейный цех. Вот. Там целый завод был, да, получается? Да. А там был филиал 231-го завода, этого завода Ворошилова. Ну вот. Ну, Ленинграду подчинялся. А? Ленинграду подчинялся, да? Да, все это делал. Ну, а потом уже они перебрались сюда, в город, этот завод, а там осталось уже просто как судоремонтные мастерские. Вот. Вначале, значит, сюда переехал, да? С Ленинграда, так А? получается? С Ленинграда во время войны туда переехали, да? Или как? Сюда переехали с Ленинграда, завод в Уральск. Я говорю, Затон переехали. Ну да, там цех у них был, все. И там еще в городе в самом. А потом они объединились в один уже завод. Вот раньше там еще был завод Лакрица. Все это помещение. Ну, в общем, объединили, построился. И там цех, который был там в Затоне, и он тоже перевели его в город сюда. Нет, почему я спрашиваю, потому что Петр Александрович же, да? Атаян, он же сразу команду Ворошилова, да? Нет, до Атаяна был другой директор. Да, ну а потом уже после него, вот, когда Атаян стал уже, это позже уже, это уже был После войны, не да, 42-й, да, это был где-то 44-й или 45-й год, в общем, не помню сейчас. Понятно. Так что вот. Я почему? Потому что вы же туда пришли же потом транспортом, да, команду? Ну, сначала я там в литейке, когда поработал, потом ушел в армию, служил вот на Сахалине 2 года, вернулся и поступил опять на ремонтный завод. Вот, уже. Там же? Нет, Чапаев, судоремонтные мастерские, это в Затоне, а ремонтный завод, где как он, Утильхимпром раньше был, в общем, ну, где вот сейчас он, как ремзавод-то уже. А вот приехал потом в то время охота была, да? Конечно. После армии там.
Да. во время Ну, работы? я и даже в армии, когда служил, то меня физрук полка брал на охоту, давал мне ружье, помню, сейчас бельгийской такой, 1800 какого-то года. Стволы как папиросная бумага были, легкая, но износ. Калибр какой? А? Калибр какой? 12-й, да. Но самое главное, что из него можно было стрелять только бумажными гильзами, да, патронник. Папковые, да? Ну, папковые эти все, потому что раздувал, у него патронник уже выгорел за столько лет, 1800 какого-то года, что раздувало после выстрела патроны и все, только вот папковыми. Там с ним 2 раза он брал меня на Северный Сахалин, Аха, вот туда, на охоту на медведя. Да, на медведя, да? Да, там черный гималайский. На Бурова, да? Нет, не на Бурова, а на маленького, гималайского, с галстуком, Ну, который черный. Вот на него 2 раза ездили, охотились. Принимал я участие. Конечно, я не убивал, а как загонщик, все, но видел, как его добывали, как все. Так что все это. Загоном, да? Или зверлоги? Нет, у них там собаки были, у местных охотников, и загонщики. А с части они брали отделение практически, человек 9 солдат, и цепью рассыпались, так шли по сопкам там же сопки. Очень тяжело ходить, особенно у нас вот здесь сторон, а там заросли стланника. Густой такой. Ой, Колючий, колючий, все это, в общем, кошмар, как ходить там. Ну вот так. Ну, соловей басни не тонет, давайте выпьем. Ну давай за встречу. Как я говорю, не потехи ради, не забавы для, а дабы не отвыкнуть. Так плохо потом привыкать. Да, я помню такие разговоры твои. Вика, ну ты принеси, Кого? ну, 2 блюдечки, такие, там, которые побольше такие. Там одна, ну, не шоколад, а туда положите ему хоть торт, что, и ложки чайные. Да вьюг есть, чай лучше не обязательно. Ну, как этим вот тортик-то его вилками, что ли, есть. Так, потом ты как перешел, завод Ворошилов, когда вот эти промысловые охоты, когда начались? Мне вот этот момент интересно, ты рассказывал. Промысловая охота началась в 1976 году. Да. Да. Так уж далеко было тогда. А? В 76 году, я думал, до этого еще. Нет, и началась она благодаря письму председателя и секретаря райкома Киянского, Бурлинского района, который обратился в в Минсельхоз и в Минлесхоз, там не знаю куда, но в министерство написал письмо о том, что косули развелось и копытных так много, что они вредят посевам там, все. Даже такое было? Да, был такой. И по его письму вот открыли промысловый отстрел. Вот. Ну там косулю, лось, наверное, да, из-за этого, да? Да, косуля, лось и кабан. Вдоль Урала.
А? Ну, кабан, само собой. Ну да. Вдоль Урала, да? Да, в пойме Урала Пойме и Урала. в окружающих этих полях, где все, она же, косуль-то мигрировал в основном с России. Там промысел как начался, у них гораздо раньше. Они сюда двинулись, да? Да, и они через Урал, вот там, к Илеку, туда и сюда, вот к Бурлину, поселок. На этом участке массовая такая миграция была, которая наводнила отсюда, уже пошло вниз, вплоть до, тогда Гурьев был, туда аж Заходил. лошади ходили и... Хотя там не лесная же полоса. Да, но их большое количество было и... Это примерно сколько? А? Можете какую-нибудь цифру или что представить? Ну, как можешь себе представить, если только вот в Ханской роще у нас под городом ходила отара где-то по 12-18 лосей. Вот. Дальше туда вот к этому, к Большому Чигану, мы, когда уже на промысле были, там один затончик такой, небольшой, тоже зашли, уже как промысловый отстрел уже был, все, 16 лосей сразу вышли. Вот, одного только мы взяли в первый разве, это вот был. Загонный, да? Ну, собаки у нас Или собаки, были. пускай. Когда промысел открыли, у меня в бригаде было 11 человек и 17 собак. И гончие, и лайки, и все. Но лайк мало было. В основном гончие все. В каком году это начали, вы сразу попали, да, в эту бригаду? А? Вы были старшим сразу? Меня выбрали бригадиром с первого, с самого начала Как образовался? промысла, как образовалось, и до 91-го года. Ого! Вот. 91 год даже? Да. Пока этот... В 91 году мораторий вышел на отстрел копытных, вот, запрещали, потом снова, вот когда-то 3 года тому назад, по-моему, когда уже стали давать разрешение на спортивный отстрел. Промысел-то не разрешают, вот, а на любительский. да, спортивные лицензии стали давать. Вот. Так что тут первый, который был год, дали мне лицензии, план отстрелять за 1,5 месяца 50 лосей, 250 косуль, а кабана сколько хочешь бери. Но я его больше 21 раз выбрал, все остальные 10-15 штук, потому что очень трудоемкая, теряешь собак. Я в первый же сезон, в первый же год все 4 гончих потерял, своих я только. Валер Чистяков 3. В общем, сразу поняли, что такое настоящий дикий зверь, и как с ним вот, работать надо. Таким вот образом. А потом куда девали это мясо? Мясо сначала... Мясо, шкуры, там что еще было? Шкуры все сдавали. Здесь были приемные пункты. Прям лосины, Лосины, кабанятины, Все все сдавали. Шкуры. Шкуры, да. Волк по ходу, да? А? Волка, лис добывали? Да нет, зачем, когда нам, они мешали, ну, выстрелишь И зверя, оставляешь, да? да, а нам же платили Да. за килограмм сданного мяса. Ага. Лось стоил 50 копеек 1 килограмм Ага. сданного мяса. Вот. Кабан 97 Ага. копеек
за килограмм. А косули, которая самая легкая стрелять, была самая дорогая почему-то, рубль 5. Кабан дороже лося был, да, получилось? А кабан дороже лося, да. Вот. Интересно. Так что, А этот шкуры, в смысле, вот куда вы? Оттуда привозите, да? Сами там да, разделывали, Разделываете? все, да, привозили В лесу сюда. разделываете? А?